У нас есть таблица, в которой содержатся сведения о сотрудниках. Мы видим фамилии, имена и отчества, должности и табельные номера. Чуть выше над таблицей мы создали выпадающий список, из которого мы можем выбрать любого из наших сотрудников. В зависимости от того, какого из сотрудников мы выберем, мы хотим подтягивать вот в эту ячейку данные о сотруднике. Давайте, например, будем подтягивать табельный номер сотрудника. И в этом нам поможет функция VPR. Пишу равно VPR, открываю скобку. Первое, что нам нужно указать, это запрос, то есть то значение, которое мы хотим искать. Мы можем указать его просто как текст, заключив в кавычки. В этом случае функция всегда будет искать одного и того же сотрудника, ну, Андреев, например. Стираю Андреева и вместо него указываю ссылку на ячейку, которая содержит выпадающий список. При таком варианте, каждый раз при изменении выбранного значения в этом списке, формула будет пересчитываться и подставлять нам данные в соответствии с тем сотрудником, которого мы выберем. Ставлю точку с запятой. Далее нам необходимо указать диапазон данных для работы функции VPR. Таким диапазоном может быть как вся ваша таблица, так и любая ее часть. Я выделяю нашу таблицу, точка с запятой. Третий аргумент функции – это номер столбца, и здесь мы должны указать, из какого столбца будут подтягиваться данные в ячейку C4, в которой мы пишем формулу. Обратите внимание, что номер столбца указывается не в рамках всего листа, а в рамках конкретно вот этой таблицы, которую мы выделили, то есть в рамках вот этого диапазона. Табельный номер в рамках этого диапазона является пятым столбцом. 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому ставлю пятерку. И следующий аргумент функции VPR, он не обязательный, его можно пропустить. А пропустить его можно в том случае, если вы точно знаете, что ваша таблица отсортирована в алфавитном порядке. Если же ваша таблица не отсортирована или вы в этом не уверены, тогда лучше все-таки не пропускать. Ставлю точку с запятой, и в качестве этого аргумента мы можем указать один из двух вариантов. 0, ложь или false мы укажем в том случае, если мы не знаем, отсортирована ли наша таблица или она у нас не отсортирована. Единица, истина или true мы будем указывать в том случае, если наша таблица точно отсортирована, и это является значением по умолчанию. То есть тот вариант, когда мы ничего не указали, автоматически будет подставлена эта единица. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Для сотрудника Матросова табельный номер заканчивается на 7. Давайте поменяем сотрудника на другого, и у Андреева у нас табельный номер с единицей на конце.